Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв» в студии Ирина Ефимова. В последние годы охрана культурного наследия становится все актуальнее. Традиционным ценностям и исторической памяти в нашей республике уделяется большое внимание. И вот буквально недавно около 250 представителей общественности и органов охраны объектов культурного наследия регионов Сибири и Дальнего Востока приняли участие в форуме Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в Якутии. О памятниках истории, восстановлении объектов и о сакральных местах Якутии поговорим с руководителем Департамента Республики по охране объектов культурного наследия Николаем Макаровым. Добрый вечер, Николай Афанасьевич. Здравствуйте. Ну, форум завершился буквально вчера, можно сказать. Да. Вот мне интересно стало, знаете, что на секциях обсуждали не только памятники архитектуры и преемственности поколений, но и сакральные территории отдельно. Да. Вот как вы берете ли вы эти сакральные территории под защиту? Вообще, что это такое? Мы последние годы, относительно непродолжительное время назад, защита сакральных территорий, земель, участков и так далее, куда входят озера, поля, горы и так далее, традиционно начали включать во все наши круглые столы, форумы, совещания и так далее. Вот, допустим, в апреле-марте проходил у нас форум Тюмень, где эта отдельная секция была посвящена защите сакральной территории. Соответственно, почему мы так делаем? Мы видим, какие проблемы возникают и возникнут в защите наших исконных земель обитания с землями, которые связаны этногенезом народов Якутии. И при том тут мы встречаем очень сильное антропологическое воздействие. То есть это различные строительство объектов, использование промышленных целей и так далее. То есть просто земли отсекаются от общественного пользования. Соответственно, мы не говорим о том, что все земли должны быть нетронуты и так далее. Мы наиболее ценные земли, почитаемые, считаем, что должны остаться за общественностью, чтобы каждый мог поклониться, полюбоваться этими землями. С этой целью мы акцентируем внимание к этим территориям. Ну, то есть, чтобы нельзя было взять там, грубо говоря, дальневосточный гектар и... Да, совершенно правильно. В последнее время мы замечаем, если посмотреть по всей республике, такие относительно невероятные до последнего времени, когда частными участками становятся земли, например, места проведения сыха, и они становятся частными территориями, если не успеть их оформить как общественное пользование. И, соответственно, мы это видим как большую угрозу и привлекаем внимание общественности к проблеме защиты этих земель. Ну и, я так понимаю, эта тема не только нас в республике волнует, но и делегатов съезда тоже, да? Были представлены 18 регионов, и знаете, наш регион отличается тем, Республика Саха, то, что тут представлены все памятники истории и культуры, все виды. Например, у нас около 800 памятников, связанных с архитектурой. Очень много памятников, связанных с искусством. Очень много памятников, связанных с археологическим нашим наследием. В чем их различия? Совершенно большие. То есть одно дело защищать памятник археологии, другое дело памятник искусства. Например, реставрируемый сегодня памятник Ленину, площадь Ленина, это памятник искусства. То есть, соответственно, мы его по-другому защищаем. А вот памятник археологии, который находится около Чочурмурана, по-другому. А у нас в республике все это комбинированно связано. А, например, таких республик, как Республика Тыва, Республика Алтай или Республика Хакасия, там фактически на 90-95% это сакральные территории, памятники археологии. И у них тогда этот вопрос стоит особенно остро. И мы у них перенимаем опыт, и даем им свой опыт. Но я так понимаю, загвоздка вся в том, что определение сакральной территории его нету в федеральном законе. Да. Когда мы проводили форум в прошлый раз, то есть форум Тюмень, мы этот вопрос подняли. То, что мы считаем, эксперты, я лично считаю, что понятие сакральное должно быть отдельно
включено в федеральное законодательство. Мы сегодня имеем 73-й федеральный закон от 25 июня 2002 года, где нет понятия сакральное, вообще юридического понятия никаких законах нету, но есть понятие достопримечательное место, куда входит все, что связано с землей. Места рождения великих людей, места каких-то исторических событий, места, связанные с религией и так далее, и так далее. Мы думаем, что этого немного недостаточно. И отсюда нужно отделить сакральность территории. То есть, с духовной культурой. Духовные функции, да. Территория, которая исполняет духовную функцию. Да, то есть свойства ее могут быть религиозными, природными и историческими. Да, например, эта категория вполне отвечает на наши места проведения ЭСЭХ, которые находятся во всех наслегах, во всех районах, и у нас 2000 квадратных метров Юсхатек составляет. Вот это должно стать сакральной территорией. Ну, потому что духовная функция, да, очевидно. Выполняет духовную функцию. Тогда получается, как минимум, по одному сакральному месту в каждом наследии есть. Безусловно, безусловно. Но они сейчас пока не проходят и не могут проходить. Например, ряд лет назад Алданский район поднял вопрос взятия под охрану места проведения ЭСЭХа Севяки, где в 2018 году проходил ЭСЭХ Олонхо. Прекрасное место, красивейшее место. Прямо-таки восхищают своим видом. Я была там на этом ЭСЭХе. Да. Ну, многие жители республики там были, и прямо-таки он дышит сакральностью. Но они не смогут пройти государственную историко-культурную экспертизу, потому что ЭСЭХ там начал проводиться с 2018 года. А тут критерий у нас есть, допустим, если бы ЭСЭХ проходил там... Веками. Нет, последние 40 лет, вот 40 лет есть, тогда да. А если вот определенный промежуток времени, то нет. Поэтому мы подождем, ну, еще 35 лет, и вернемся к этому вопросу. Но у многих районов-то в этих местах ЭСЭХа проводились с веками, незапамятных времен, и вот они являются сакральностью. Ну и различные горы, там тот же Кикилях, безусловно, там сакральное место, да, или... Да, тут такой момент. Гора Киселях, если взять, да, то, безусловно, это памятник природного наследия, как и Ленские столбы. Ленские столбы, он вошел в наследие ЮНЕСКО как памятник природы, а мы работаем над памятниками культуры. То есть, в чем различие? Природа, она не создана человеком, то есть гора Киселях не создана человеком. Он был всегда, и последние годы туристический поток очень сильно растет, и сакральность его, естественно, будет расти и дальше. А мы работаем с культурой, то есть, допустим, если в горе Киселях родился какой-нибудь великий шаман, который почитается, или произошло какое-то великое событие, и так тогда далее, оно может быть достопримечательностью, и тогда сразу же оно становится культурным наследием. То есть, если оно связано с историей человека, оно культурное. А так гора Киселях может стать, допустим, особо охраняемой природной территорией. Тоже категория такая. Поэтому, когда тут иногда бывают моменты, когда к нам обращаются взять под охрану ту или иную гору. А мы спрашиваем, допустим, гора, насколько помню, Короленко Хаята Амгенса, они обращаются ряд лет назад, мы изучили вопрос и пока оставили на потом. Возможно, мы потом найдем документы, где можно Короленко Хаята сделать сакральным местом. А пока таких документов мы не видели. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос моему гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. И, конечно, можно задать вопрос через наше мобильное приложение. Чтобы его скачать, достаточно сканировать QR-код, который вы видите на экране, и в всплывающем окне задавать вопрос. Вы сказали 18 регионов, делегатов 18 регионов. И в рамках форума вы выезжали в Татинский улус, в Хангаласский улус. Что там делали делегаты? Мы два улуса выбрали, хотели еще им показать музей дружбы в Усалданском улусе, но у нас времени просто-напросто не хватило на это. То есть в Черкехе были? Черкехе были. И почему Черкеха? Потому что Черкехский музей политической ссылки под открытым небом, где находится 16 памятников истории и культуры, на сегодня, пожалуй, насколько мне известно, единственный опыт, когда он был
фактически полностью восстановлен за счет общественных инициатив благодаря проекту «Сохраним памятники». Мы там восстановили 8 памятников. Это вот первый был объект, это мельница Топчанка, которую Арсений Сергеевич восстановил за свои средства. А какие еще там появились с тех пор? Например, сразу же после почина Арсения Сергеевича подняли этот вопрос работники налоговой службы. Их у нас довольно много, около 1000 человек, скинулись с однодневной зарплатой и восстановили восьмигранный якутский юрт середины 19 века. А он был в то время одним из самых аварийных памятников нашей республики. Он уже не держался, и они его восстановили. После этого пошел почин, например, Бучонин Иван Иванович, предприниматель, руководитель АО «Тата Автодор», он 2 объекта сразу профинансировал, в том числе проект по реставрации дома Эдуарда Пекарского, федеральный памятник и так далее. То есть в то время мы подняли флаг, понятый Арсением Сергеевичем, и понесли дальше. Соответственно, этим нашим общественникам мы показали, чего мы добились за 5 лет. Это абсолютно короткий промежуток времени, и нам было есть что показать, и, соответственно, мы получили эффект поддержки, дальнейшей поддержки данного проекта. Я вообще так понимаю, что есть чему поучиться, да, у вас, другим субъектам, у нас. Да, конечно, и все, за 5 лет мы восстановили 49 памятников за счет проекта «Сохраним памятники». Это очень много. Мы говорили то, что до 30 августа 2019 года, именно в тот день мы открыли с вами мельницу Топчанка, в течение 13 лет ни один памятник по документам не реставрировался. А, соответственно, мы уже сейчас под 60 памятников за 5 лет восстановили, не только за счет общественных средств, но и за счет федерального бюджета, за счет республиканского бюджета. Соответственно, это невероятное количество и невероятный почин. По всей стране памятники восстанавливаются за счет федеральных средств, за счет региональных средств, но чтобы таким масштабным проектом, как «Сохраним памятники», восстанавливать такие объекты, пока такого нету. Соответственно, в форуме принял участие Артем Демидов, председатель Центрального совета Общества охраны памятников России, который является членом Совета при президенте России по культуре и искусству, и Константин Петрович Михайлов, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, и они оба сказали, что вопрос реализации проекта «Сохраним памятники» должно быть по всей стране. И они пообещали, что этот вопрос ими будет поднят на своих общественных советах. Возможно, мы тогда получим такой масштабный проект, зачитательный, который был наш глава Арсений Сергеевич. Ну и телемарафоны, которые... Да, телемарафоны являются частью проекта «Сохраним памятники», но совершенно с другим подходом, с другой концепцией. Кстати, НВК «Саха» тут играет ключевую роль, координирует Местников Сергей Васильевич, курирующий нас, заместитель председателя правительства. И это невероятный проект. Мы уже восстановили и открыли 2 объекта, притом не просто памятника, а такого масштабный, как башня Манчары в селе Мая. Это памятник федерального значения, один из самых старейших наших памятников. Или вот 2 сентября мы открыли дом Савы Егорова в Титаринском наследии у Салданского улуса. И сейчас на подходе 3-й объект, который будет восстановлен благодаря проекту телемарафону, а это дом Дмитрия Коновича Сипсева Сурна-Молвана в городе Якутске. То есть уже сейчас мы показали эффективность и насколько мы можем реально подходить к реализации таких проектов. А вот привлечение волонтеров к восстановлению памятников, это допускается или должен человек специально обученный только этим заниматься? Тут мы нашли такой очень тонкий и хороший подход, абсолютно такой практичный. То есть, допустим, к нам подходит предприниматель, к нам многие обращаются, и хочет вложить средства на реставрацию объекта культурного наследия. По закону он не может это сделать, потому что есть такие статьи, как 7.13, 7.14 административного кодекса, где запрещается нелицензированному учреждению без разрешения Департамента охраны культурного наследия восстанавливать памятники. Мы какой нашли выход?
человек, который хочет вложиться, он выдает свои средства, он лично к памятнику не подходит. А уже когда выделены средства, за дело беремся мы, Департамент охраны культурного наследия, который обеспечивает разрешением и так далее. А в качестве реализатора, контролера выступает Общество охраны памятников Республики Васильев Руслан Васильевич. Соответственно, предприниматель, он контролирует и после контролирует. А всю такую хозяйственную работу, все беспокойства, все эти вопросы нами решаются самостоятельно. Это мы, когда рассказывали эти вещи, как мы реализовываем, многие наши коллеги удивлялись, насколько это все оказалось просто. А на самом деле это очень большое препятствие, если даже есть деньги и есть человек, который хочет восстановить. Закон не позволяет ему это сделать. И вот этого человека мы можем считать как волонтера. Он и есть волонтер, он собственной силой восстанавливает средства, памятникам. Но есть еще такое движение, как добровольчество, как волонтеры культуры. Вот студенты, например, там молодежь. Да, они восстанавливают. У них закон им запрещает напрямую подходить к объектам и восстанавливать, потому что они не квалифицированы. А вот проводить уборки, такие благоустройства памятников, да, они это делают. Еще у нас же не все памятники являются объектами культурного наследия. Допустим, в Черкёве есть балаган Трощанского, который прекрасное сооружение, прекрасная вся архитектура, историзм есть, но он не объект культурного наследия. А почему? Пока не оформили. Почему-то. И, соответственно, и большая часть этого сооружения является копией. Поэтому пока руки не дошли до этого. А вот, пожалуйста, волонтеры, его восстановили в 2020 году, насколько помню. Именно волонтерами культуры. То есть пока он не культурного наследия, его можно... Да, совершенно правильно. Если он не культурный, но опять же под нашим контролем, чтобы, допустим, никто его не обшил металлочерепицей, да? Или с чем-то в этом роде, такие материалы. Все-таки историзм мы оставляем. Ну, если вернуться к форуму, понятно, значит, в Татинском Улусе показывали Чертёх, а в Хангаласском? В Хангаласском Улусе по приглашению государственного советника Республики Андрея Савича Борисова мы организовали встречу в здании Амфокс и показали им «Путь Элляя», фильм Андрея Савича. И они были прямо-таки восхищены этим, соответственно, атмосферой, которая представляет из себя село Актёмсы, географией. И мы показали ему приход сюда наших предков. Очень многие наши гости, они же представляли Сибирь, то есть ближайший регион наш. И очень много спрашивают, а как появились народ Саха, кто до этого тут жил, а еще раньше кто как жил. И мы наглядно показали фильм, где все по полочкам это разложено, как мы тут появились. Ну, соответственно, Ленские столбы, естественно, все, кто к нам приезжает, хотят увидеть Ленские столбы, наше главное наследие. Я даже по простоте думал, что алтайцы, тувинцы, хакасы не поедут туда, а оставить здесь, показать, допустим, нынешние достопримечательности, потому что там горы такие, степь такой просторный, как наша Малонхо. Но и они как приехали и ни о чем другом не слышать не хотели, как увидеть Ленские столбы. Поэтому их вас всех и туда повезли. Там и провели ритуальные действия, там они познакомились с нашими сакральными священнодействиями, что тоже является частью нашей работы. Ну, какое-то межрегиональное сотрудничество вводит? Мы приняли резолюцию. На мой взгляд, очень серьезный документ с очень многими такими поднятыми нами вопросами, и мы намерены держаться этой резолюции. Это раз. В эту резолюцию, допустим, вошли такие понятия такого глобального масштаба. Например, мы добиваемся, чтобы нам было выделено побольше федеральных полномочий по археологическим раскопкам. Для того, чтобы, допустим, в городе Якутске сейчас археологические раскопки проходят, и Елена Николаевна, Николай Кирьянов вынуждены обращаться в Минкультуры и ждать месяц их разрешения потом и так далее. А мы могли бы тут этот вопрос решить быстро, потому что у нас и сроки сжатые всегда, а мы тут уже месяцы теряем для того, чтобы получить разрешение. Нам бы хотелось... И этот вопрос мы легко можем решить. Мы также можем контролировать, все равно мы контролируем, а разрешение они берут там.
Соответственно, этот вопрос был понят. И другие моменты, но главным пунктом тут является, что такие форумы должны проходить постоянно, чтобы общественники должны общаться для того, чтобы в дальнейшем координировать свои действия. Ну, это первый такой форум Да, был. это первый такой форум, когда общественность Сибири и Дальнего Востока представлена все вместе. Даже в советское время такого не было, говорит. А вообще вот сколько у нас памятников? На сегодня 1890 памятников по всей республике. Но мы сейчас заканчиваем подготовку каталога памятники Республики Саха-Якутия, где в большой такой книге все наши памятники указываем. Архитектура главным образом и искусство. И знаете, в следующем году, через год, количество поменяется. Потому что мы уже сейчас активно берем под охрану. И, соответственно, это сейчас 1890, который мы включим в каталог. А через год, возможно, будет 2000. А каждый год сколько добавляется? Сейчас мы упор делаем на сакральные территории наши. Например, вот месяц назад взяли под охрану место захоронения 9 шаманов в селе Тумул-Хангаласского улуса. Оформляем и уже на следующей неделе возьмем под охрану Алас, Бор, Горного улуса, родину Софрон Семена Данилова и Афанасия Николаевича Осипова, и связаны с историческими событиями, как восстание Павла Васильевича Ксенофонтова, то есть конфедералистов. Берем под охрану, скорее всего, возьмем под охрану место Асакай, Онкойском наследии Верхнеудинского улуса, где Алексей Алексеевич Кулаковский установил церквя и так далее. То есть уже сейчас таким навалом идет, и в год порядка 10 объектов мы берем под охрану. Но это ведь заявочный характер, да? Да. Да. То есть обращаются представители УУСа? Да. Или кто? Или общественность может обратиться? Кто может? Тут иной раз меня, в частности, лично и департамент иногда критикуют, что мы не быстро берем под охрану. То есть тут такой момент. Совершенно правильно, мы работаем заявочно. То есть руководитель департамента или любой другой специалист департамента не может прийти куда-либо и сказать, вот это мы берем под охрану. Это не так. Соответственно, человек, который заявляется на взятие под охрану, он готовит пакет документов, начиная с заявления и заканчивая проведением историко-культурной экспертизы. Но это дорогостоящее мероприятие. Это очень долгая работа. Да, это, я бы сказал, и сложно, и дорого. Очень сложно, и не всякий этим занимается. Например, поступает заявление или сведения взять под охрану тот или иной дом, или, например, как пример, в селе Джохсон, от Татьевского улуса есть местность Амыдай, родовое кладбище Кулаковских, рода Кулаковских, да? И поступил, тогда еще Раиса Риясовна Кулаковская попросила взять его под охрану, и я сразу же обратился в Дёхсоноводский наследие, чтобы они подали документы, и, соответственно, пока мы не можем двинуться, потому что без поддержки местного наследия, местной администрации я не смогу туда ничего сделать. Поэтому все наши действия должны координироваться с местными администрациями. И мы не стараемся сильно поднимать вопросы, если местная администрация не желает те или иные дома охранять. Это очень сложно. А почему еще именно так? То есть просто человек к вам не может с заявлением прийти? Может, теоретически может, но сразу же к этому человеку будут вопросы, а чья это собственность? Например, посередине маленького наслега, есть, допустим, наслег Фрунзе в Намском улусе, там есть жили два Олонхосута, Беджаля, один из самых известных, Идрахинский. И его дом стоит в прекрасном состоянии, но мы, если возьмем этот дом под охрану, у него 200 метров защитная зона. То есть фактически весь наслед встретит проблемы. Будь то подводка какого-то сетей, ремонт строительства домов, гаражей, теплиц и так далее, все это будет согласовано с нами. Соответственно, мы обращаемся в местную администрацию, что готовы ли они поддержать этот момент. И они думают. То есть нужно такие вещи тоже изучать и поднимать, и думать с местной администрацией. А вот с сакральными территориями точно так же, допустим, вот Тумул я упомянул, там заявочный только благодаря главе наследия.
Лукиной Сахай Васильевна, или Бор Аласбор, только благодаря главе Матарского наследия, или от Буран и Стар Буран брали под охрану только благодаря поддержке Большакова Александра Николаевича. А могли бы сами, но тут гораздо сложнее, и потом смотреть за этими объектами очень сложно бывает. А вот что с домом Сивцева Сарона Малона в Якутске? Реставрируется, уже заканчивается коробка, но тут мы встретили некоторые моменты, связанные с земельным участком. Они должны, главный архитектор города Якутска должен показать нам точки, где должен стоять этот дом. А без этого нельзя. И мы подали заявку, подозрительно долго ждем, когда все нам дадут разрешение. Не нам, а реставратору Анатолию Бурнушову, и он ждет. Как только мы получим точки установки этого дома, мы будем работать дальше. Мы хотели его открыть в этом году, до конца осени, но, по-видимому, не успеваем. И в будущем мы там получим, и не спешим сильно. Потому что реставрация памятников – это не быстрый процесс, ни в коем мере. И мы, в конце концов, там получим вместо разрушенного, сгоревшего и сгнившего дома, получим образовательное учреждение. В прошлом году вы говорили, что департаментом планируется усилить работу по позиционированию Якутии как одного из центров сохранения культурного наследия Сибири. Да, да, мы постепенно продвигаемся. Вот форум провели, Сибирь, Дальний Восток. Сейчас уже подняли вопрос проведения съезда органов охраны культурного наследия. Это самое большое мероприятие России, которое привлекает всех историков, экспертов, ученых, таких как самые такие архитекторы, археологи. Все туда приезжают и проводят совещания и решения, которые имеют ключевое значение для нас. И мы в следующем году хотим провести здесь. Если, конечно же, получим поддержку руководства республики и правительства, соответственно. Это все очень серьезное мероприятие. Кстати говоря, проведение форума я посчитал за репетицию. Мы встретили кое-какие сложности проведения. Когда выигрывает конкурс, этот форум был поддержан Министерством культуры Российской Федерации. И были выделены средства. Выделены средства, и выиграла московская компания. И мы встретились при сотрудничестве с ними довольно-таки серьезные проблемы с затягиванием. Некоторые часть расходов до сих пор не закрыли, и, соответственно, если этот же вопрос станет во время съезда, нас ждут довольно-таки серьезные проблемы, связанные с финансированием этих вопросов. Поэтому мы должны крепко подумать над этим. У нас, конечно, регион с большой территорией, с богатой историей, да, но также мы самый цифровой регион, один из самых цифровых. И вот роль цифровых технологий какая-то имеется в охране и документировании памятников, объектов культурного наследия? Вот вы каталог говорите бумажный. Давно пора же. Да, правильно. Очень хороший вопрос на самом деле. Пожалуй, первый вопрос, который задали таким новый. Вот цифровые технологии, мы давно над этим думаем. Вот цифровые технологии, как внедрить в сохранение объекта культурного наследия. И каждый год в Казани, Татарстане проходит форум цифровых технологий и объекта культурного наследия. В прошлом году сразу 6 наших представителей приняли участие, но мы в этом году туда не поехали из-за форума и расходов, связанных с проведением форума. И тут мы изучали, как это дело решается в других регионах. Знаете, ничего нового пока у нас нет. То есть они пока не могут нам предложить новые. Есть такие моменты, когда объект культурного наследия стоит, и его полностью оцифровывают. То есть я, руководитель департамента, захожу на сайт и вижу влажность, наклонность стен и так далее, так далее. То есть что угрожает этому объекту, и цифровые эти пункты могу, не выходя из своего кабинета, смотреть состояние и так далее, так далее. Но оно очень дорогое. Очень дорогое. Пока этот вопрос у нас встал. Есть моменты, что мы должны оцифровывать эти объекты и вносить как каталог. Эта работа нами была начата, но тут мы тоже эффективность я не усмотрел, потому что, оцифрую я этот объект, и включу на сайт. Но объекта
это никак не повлияет на сохранность объекта. Никак. То есть тут есть моменты, что мы должны думать над этим постоянно. А вот насчет каталога, знаете, из-за последних изменений цен на рынке мы планировали выпустить 500 экземпляров. Но тут мы не успели и получили такие моменты. Сейчас мы можем выпустить максимум 200, 150-200. Соответственно, этот каталог станет раритетным сразу же, после выпуска. Естественно, мы решили сразу параллельно разместить в общем доступе и раздать всем цифровой его аналог. То есть все, кто хочет, получит и будет иметь доступ к этой работе. И масса таких моментов, связанных с изданием каталога, я лично очень долго думал, издать каталог или не издать, потому что мы встречаем очень спорные моменты, связанные с отдаленными улусами. Например, есть память архитектуры, есть паспорт, а в фотографиях вижу то, что это не совсем тот объект, который указан. И спорные моменты возникают. А как это так было? И как исправить? Мы попытались в последние годы провести работу над исправлением паспортов, данных по такого рода объектам, но некоторую часть, по всей видимости, мы не успеем. И каталог выйдет с такими ошибками. Но эти ошибки были сделаны не 5-10 лет назад, они были всегда. Например, по наименованию башни Манчары. Все спорят, что это не башня Манчары, а башня Пономарева. Я с этим согласен совершенно, потому что это действительно башня Пономарева. Но в федеральных всех реестрах он идет как башня Манчары. И я не могу это поменять. И он войдет в каталог как башня Манчары. Хотя это не башня Манчары. Это не башня Манчары. Или, допустим, дом казначейства архитектор Браумгартен. Вот в городе Якутске, Петровского, 4. Он по всех документах идет дом казначейства архитектор Браумгартен. Но мы все знаем, что Браумгартен не был архитектором этого здания, а был Лешевич. Но в федеральных этих идет как архитектор Браумгартен. Соответственно, спорный момент возникает. И знающие люди этим сильно возмущаются. Но для того, чтобы Браумгартена поменять просто на Лешевича, я должен провести заново весь процесс экспертизы. То есть это долгий и очень дорогой процесс. Я должен привести экспертов, им оплатить, провести заново всю работу. И пока мы воздержались от этого и издадим каталог с того, что имеем. То есть бедный Лешевич, пока да, но этот вопрос нами решается, и в скором времени, в следующем, этот каталог будет переиздаваться, как минимум один раз в 5 лет, и в следующих этих моментах мы будем исправлять постепенно. Мы решили признаться перед обществом, какие ошибки есть в учете объекта культурного наследия, и получить достойную, серьезную критику и исходить из этого. А вот здание старой гимназии, что-то планируется с ним? Мы нашим экспертам, которые участвовали в форуме, показали все 3 объекта. Это здание мужской прогимназии, здание Якутского реального училища, ну и шахту Шергина тоже показали и получили некоторые отзывы. У нас спорные моменты были. И, естественно, их мнения нами будут учитываться. Мужская прогимназия, мы сейчас проводим экспертизы, что на предмет его влияния на шахте Шергина. Допустим, мужская прогимназия стоит, и мы, когда начали бы его реставрировать, естественно, мы бы влияли на земельный участок. А там прямо-таки в 4 метрах дальше у нас шахта Шергина 116 метров в глубину, а он федеральный объект. То есть то, что мы будем делать с мужской прогимназией и эксплуатацией, в том числе, естественно, повлияет на это. И, соответственно, мы сразу же попадаем в действие закона, то есть разрушение федерального памятника повлечет очень серьезные последствия. Все, последний вопрос, буквально минута до конца эфира остается. Что с Лениным? Когда вернут Ленина? Заканчиваем. Все видят то, что заканчиваем, и мы хотели в конце сентября закончить, но чуть-чуть дальше продвинем, и в конце октября, но самое позднее, середине ноября, все работы должны быть закончены, и мы увидим Ленина на прежнем месте. Ага, в конце ноября? К середине ноября, надеюсь. К середине ноября. Ну, как говорится, человек предполагает, обстоятельства располагают. К 7 ноября. Да, мы сейчас работаем серьезными
темпами. Да, кстати, идея. Хорошая дата. Мы будем учитывать. Ну что ж, спасибо вам большое. Если работа будет продолжаться такими темпами, которые заданы, думаю, что ничего не грозит нашему культурному наследию. Да, будем стараться. Спасибо. Ну что ж, на этом программа «Якутия Лайф» подошла к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15 и расскажем, чем живет Якутия.